Мы в гостях у уполномоченного по правам человека по Республике Саха-Якутия Гуреве Сардан Михайловна. Институт уполномоченного по правам человека – это что такое? Уполномоченный по правам человека в Республике Саха-Якутия является государственным органом, который является по своей сути правозащитным институтом, который уполномоченный по правам человека в республике – это, по сути дела, защитник сегодня прав граждан, работает на восстановление нарушенных прав, ведет работу по правовому просвещению населения. В своей деятельности мы помогаем, содействуем органам власти оперативно принимать те решения, которые необходимы для восстановления нарушенных прав. В адрес уполномоченного по правам человека в республике поступила коллективная жалоба от жильцов города Якутска по улице Очеченко, 28. Создалась угроза обрушения дома. Действительно, дом в свое время был признан аварийным. Прорабатывали различные варианты с Департаментом жилищных отношений. При помощи прокуратуры города Якутска, при помощи управления строительного надзора добилась результата. На сегодня жильцы расселены, все, кто желал, и в доме там старом никто не остался. То есть угрозы жизни и здоровью сегодня граждан отсутствует. Вот это наша самая главная работа. Но я интересуюсь, такая же ситуация, аналогичная получилась по Горельцами Семену Данилову 5. В данном случае мои действия как уполномоченного по правам человека Республики Саха-Якутия были подчинены, во-первых, тому, что все-таки наибыстрым образом постараться нам всем вместе помочь жильцам. И исходя из этого посыла, фактически мной была оказана, если хотите, помощь органу местного самоуправления. В данном случае, жильцы инициировали участие главы городского округа. Я действительно обратилась с письменным обращением. Все структуры слаженно отработали. Все представители приняли 100% участие. И любой вопрос, который задавали жильцы, он не остался без ответа. За 15 лет работы уполномоченного по правам человека по Республике Саха-Якутия поступило 20 тысяч жалоб. На сегодня, с учетом изменения законодательства России, активизации гражданского общества, открытости органов власти, повышения ответственности чиновников, население Якутии обращает внимание в своих жалобах на качество предоставляемых услуг исполнительными органами власти. Поэтому вопросы населения требуют профессионального и компетентного решения. Когда гражданин защищает свои права, мы всегда стоим на страже прав человека. Всегда. Поэтому, если идут определенные какие-то вопросы, когда гражданин ошибается или заблуждается, мы проводим правовое просвещение. И если видим, что есть конкретные факты нарушения прав, принимаем совместно с компетентными органами решение по восстановлению нарушенных прав или по недопущению нарушенных прав. В адрес уполномоченного по правам человека в Якутии поступила жалоба гражданки на несвоевременное медицинское обслуживание. Когда мы были у платного онколога, я ей сказала то, что вот онколог в 3-й поликлинике нам рассказал. Она говорит, на каком основании она могла вам вообще такое сказать. Это переходящая опухоль, которую даже удалили, она может в любой момент опять появиться. В любом месте в этой же кости. Как она могла вас не поставить на учет? Аппарат уполномоченного по правам человека в Якутии после получения необходимых документов незамедлительно выехал в медицинское учреждение. Появление представителей уполномоченного по правам человека внесли необходимые коррективы в работе медиков. И мы на сегодня видим, что лечебные учреждения уже реагируют. Те меры, которые принимались после обращения уполномоченного по правам человека в Республике Саха-Якутия, это тоже сейчас, это все, в общем-то, в информации подмечается. Поэтому в любом случае мы, работая на сегодня совместно, достигаем результата. Некоторые вопросы с одинокими пенсионерами. Защитой прав одиноко проживающих граждан мы продолжаем заниматься. Действительно, факты имеют место быть.
когда нарушаются права одиноко проживающих граждан. Это на получение своевременного медицинского обеспечения. Это на то, что, значит, действительно почтальон вовремя не выдавал пенсию, то есть нарушение права на пенсионное обеспечение, ну и отдельные факты. И, конечно, самое удручающее в этом вопросе есть то, что при живых детях родители сдаются в социальные дома. Эта проблема тоже выявлена. А если кто одиноко проживает, у кого нету ни родственников, ни семьи, ни детей, то нами по этому поводу сегодня принимается, кроме того, что мы оказали конкретную помощь. Значит, эта помощь, во-первых, состоялась благодаря нашей совместной, тоже слаженной работе с Министерством труда и социального развития республики. И на любые обращения уполномоченного по правам человека в Республике Саха-Якутия принимаются меры незамедлительно. Есть права осужденных, это тоже ваша компетенция? Да, есть ряд обращений. Каждое, значит, обращение рассматривается с выездом на место. Значит, идет обсуждение, разъяснение законодательства. И где-то, если мы видим, что вопрос не требует проверки, мы даем разъяснение. А где-то, если требуется проверка, что есть некие факты нарушения, то я обращаюсь в прокуратуру по надзору за исполнением законодательства в местах лишения свободы. Республиканские ведомства же тоже подключаете? Республиканские ведомства мы подключаем в обязательном порядке, и показательным примером является инициирование уполномоченным по правам человека в Республике Саха-Якутия совместно с Министерством внутренних дел по Республике Саха-Якутия акции «Путь дому». В этой акции приняли участие более 30 организаций, органов власти, учреждений и федеральные территориальные структуры, и органы исполнительной власти Республики Саха-Якутия, многочисленные учреждения республиканского подчинения. Также приняли органы местного самоуправления, в частности городской округ, город Якутск. Все-таки обращаем внимание гражданского общества на том, что проблема людей, которые находятся в тяжелейшей, трудной жизненной ситуации, которым нужна помощь, она есть. Мы, в частности, жители города Якутска, видим большое количество людей, которые просят милостыню, которые распивают спиртные напитки. При этом они живут без определенного места жительства, где придется, ночуют на улице, под домами, в парках, ну где угодно, где их ночь застанет, к сожалению. И зачастую эти люди не желают работать. И вот в этой связи поддержка деятельности тех социально ориентированных некоммерческих организаций, которые ежедневно, без помощи государства, работали. И сейчас уже со стороны органов местного самоуправления поддержка уже идет. Несколько человек вернулись в нормальную жизнь. Есть такие уже примеры. Мы можем считать, что все вместе, вот эта большая армия так называемых чиновников, а это тоже неравнодушные люди, которые изо дня в день добросовестно трудятся на своих рабочих местах, все-таки мы все вместе добились такого результата. Прошел третий этап акции «Путь к дому» под названием «Путь к дому с Новым годом». В течение 2 недель постояльцы НКО и Центра адаптации Терех готовились к доброму подарку для всех жителей столицы Якутии. Бывшие бездомные залили каток на озере по улице Кальвица, построили снежную горку, сцену и несколько снежных фигур ради доброго предновогоднего праздника. Акция «Путь к дому. Новый год» прошла при поддержке уполномоченного по правам человека Якутии, окружной администрации города Якутска, компаний «Якутдорстрой» и «Горсвет» и СМИ телепрограммы «Точка взаимодействия». Мы уже в течение года летом проводили в августе месяце и в октябре месяце. Больше 100 человек к нам обратились, помогли людям приобрести крышу над головой. И ресоциализация граждан очень помогает. Только мы со стороны министерства за такие мероприятия. Большое спасибо. Можно сказать, первые в России мы начали вот такие акции. То есть Якутск первый в России начал такую акцию? Ну да, можно сказать так. И эта акция нам показала, что она имеет результат, эффективность. И думаю, в дальнейшем эта акция будет продолжена, потому что нашим людям, которые нуждаются в нашей помощи, мы должны их оказывать конкретную адресную помощь.
Я думаю, что эта инициатива очень уместная в наше время, особенно для жителей не только республики, особенно для жителей города Якутска. Это, наверное, призыв к тому, что каждый человек каждый день должен стремиться к своему дому и сохранять тепло своего очага, тепло своего дома. И этот праздник был настоящим. Был Дед Мороз, подарки и даже фейерверк. Спонсорами подарков выступили компания «Айгуль», магазин «Хозмаркет», «Ростор» и Якутский хлебокомбинат. Успокаиваться не надо, потому что проблем еще много. Мы вышли в адрес Госсобрания Ултумен по возможной разработке законопроекта по профилактике бродяжничества и попрошайничества. Есть на сегодня некие предложения по установлению полномочий. Все-таки это субъектов Российской Федерации будут полномочия или органов местного самоуправления. Поэтому мы ожидаем все-таки скорейшего разрешения на федеральном уровне. Прекрасным майским днем 1971 года в селе Мая Мегино-Кангаласского улуса родилась девочка. Родители назвали ее Сардана. К своему нежному имени девочка получила сильный характер, врожденное чувство справедливости, порядочность и честность. А милосердие и сострадание – это качество, присущее человеку с большой буквы, и они жизненно необходимы уполномоченному по правам человека. Ведь к нему люди приходят, когда им отказали. За сухими буквами перечня вопросов и жалоб, с которыми приходят люди, жизни и судьбы, их настоящие истории. Работа не окрашена в розовые тона. Порой, чтобы добиться результата, приходится жертвовать выходными, отдавая решению проблем граждан не только единицы времени, но и части сердца, души. Фундаментальными качествами Сарданы Михайловны являются любовь, доброта, широта души, чувство сострадания. Работать рядом с таким человеком, заряжаться от нее этой энергией и светом – большая удача. Не бойтесь дарить согревающих слов и добрые делать дела. Чем больше в огонь вы положите дров, тем больше возьмете тепла.